Добрый день, друзья! Я приехал в ваш замечательный город, чтобы поддержать замечательного человека, Виктора Марчика, который выдвигается кандидатом в депутаты, так называемый парламент. Мы отлично знаем, что в Беларуси нету выборов, потому что Лукашенко украл настоящие выборы и голоса на них не считают. Но у нас есть возможность хотя бы 2 месяца встречаться с вами, говорить, не опасаясь так называемых правоохранителей. Я скажу, почему я решил поддержать Виктора Марчика. Потому что у нас с ним одинаковая позиция. Мы оба считаем, что Лукашенко должен уйти. Мы оба считаем этого человека преступником, который ведет нашу страну в пропасть, гирей на ногах нашего народа. Вы видите, как развиваются соседние страны. Вы видите, как шагнула Литва, Польша. Когда-то мы были на одном уровне с ними. Где они, а где мы сейчас? И кто в этом виноват? Один человек, который решил править нами вечно. Он плюет на нас. Он уже скоро из этого типа парламента делает самый настоящий, в буквальном смысле, публичный дом. Он уже назначает туда своих шлюх. Друзья, я призываю поддержать Виктора, отдать свои подписи, что он еще стал кандидатом в депутаты и еще месяц мог обращаться к вам. Я призываю войти в мою инициативную группу на президентские выборы. Мы хотим сформировать группу из 10 тысяч человек и заставить Лукашенко включать в избирательный бюллетень не клоунов, как в 2015 году, а своих реальных оппонентов. Потом мы хотим заставить его считать бюллетени. Когда будут честные выборы, вы сможете дать оценку деятельности этого человека. И я уверен, что он улетит со свистом, как фанера над Парижем. Не бойтесь, я приехал, чтобы поделиться с вами своей смелостью, чтобы вы немножко подняли головы, потому что все, кто приезжает в нашу страну, говорят, белорусы, мрачные люди, которые не улыбаются и ходят, опустив головы, потому что их достала эта власть. Будьте достойными, дайте достойное будущее своим детям, потому что наши дети уже уезжают из этой страны. Кто в ней останется? Пенсионеры, менты и Лукашенко? Китайцев завезет? Земля прекрасна, пустовать она не будет, но только застанется она уже не нашим детям, а другим народам. А они будут там пробиваться в чужих странах и натыкаться постоянно на слова «не нравится, уезжай к себе». Я предлагаю вам сейчас задать мне любые вопросы. Я искренне и честно отвечу на них. Я преодолел свой страх. Работайте над этим и вы. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста. Работали так, как это. И еще вопрос. Дело в том, что призывной возраст службы в армии идет. Я считаю пенсионную реформу Лукашенко издевательской и глупой. Потому что просто многие люди не доживают до этой пенсии. А кто-то, с другой стороны, мог бы работать. Вот. Но пенсионная реформа это не учитывает. Она просто залезает в наш карман. И если женщины еще имеют шансы пожить на пенсии, то у мужчин шансы намного меньше. И я считаю, что увеличение пенсионного возраста должно быть отменено. Но кроме того, должны быть введены 2 пенсионных возраста. Возраст, когда человек имеет право на пенсию, и возраст, до которого он имеет право работать. Чтобы даже человек, если достиг пенсионного возраста, 55 лет для женщины и 60 для мужчины, и у него есть силы и возможность работать, пусть он поработает и пусть его не выгоняют. Но если человек на тяжелой работе и заработал себе пенсию, он заслужил эту пенсию.
Плюс, конечно, это преступление. Не вносить пенсионный возраст, службу в армии, тяжелую работу по защите Родины наших парней. Не вносить пенсионный возраст, декретный отпуск. Это что он хочет заставить, чтобы дети, женщины, детей уже не рожали, что ли? И понимаете, вот казалось бы, мужчины живут меньше женщин, у женщин меньше пенсионный возраст. Но я знаю, как он ударил по нашим женщинам. Потому что мы народ бедный. Мы самый бедный народ в Европе, если не считать воюющие страны. И вот у нас нету социальных служб дешевых для людей. И вот женщине 55 лет, у нее уже выросли дети, и у них уже свои дети. И надо помочь воспитать внуков. А уже мама старенькая, за ней надо смотреть. И вот женщина и так разрывается и говорит: нет, ты еще иди еще работай. Это, я считаю, это просто, в нормальной стране, если бы выбирали президента, он бы побоялся это сделать, потому что он настроен против себя всех. А так как голоса не считают, придут специально оторгнутые люди, что-то пошелестят бумажками, задницами закроют стол, и потом огласят нам 90% за него. В это все упирается. Пожалуйста, еще ваши вопросы. Дурите голову людям. Почему? Кому? Чью страну? Чью страну? Чью страну? Беларусь самая бедная страна в Европе, если исключить несколько воюющих. Да, очень часто приходят иногда пенсионеры и говорят: да нам уже все нормально, на хлебушек хватает покушать. Вы представляете, за эти годы вот настолько шагнул мир вперед. Люди с польскими пенсионерами как раз в это время заполнены все египетские курорты. А наши люди, они настолько обездолены, они даже не представляют, что возможна другая жизнь. И они стоят здесь и говорят: да у нас все нормально, нам покушать хватает. Когда вы были на курорте в Египте? Пожалуйста, еще вопросы. Такой вопрос вам насчет трудовых договоров. У нас получается контрактная система работы. Нам предлагают год, может более, против там 2. И мы, получается, работаем только год. Все имеют семьи, мы берем кредит и надо как-то жить. И зарплаты у нас тоже если менять. Какие? Не как 500. И как нам согласоваться, чтобы постоянно дали на работу? А то мы боимся. Мы работаем, Анатолий задал вопрос по поводу краткосрочных контрактов. Я скажу сразу, эта система придумана Лукашенко, чтобы вечно оставаться у власти. У нас 70% промышленности, экономики государственная. И люди все на годовых контрактах. И смысл такой: если ты будешь переть на власть, мы тебе молча не продлим контракт. И иди живи чем хочешь. Это рабская система. Надо вернуться для трудовых коллективов, коллективным договорам. Все, чтобы человека не могли уволить за его взгляды без согласия коллектива, без реального профсоюза, как профсоюз РФ. А контракты, это, извините, для топ-менеджеров, у которых зарплата, ой-ой-ой, это единицы. Это рабская система. Вот вся экономическая система Лукашенко – это большой колхоз. Она очень невыгодна экономически, нету свободы, не конкурентоспособность. Очень выгодно политически. Он держит на контракте и обеспечивает свою власть. Не только милицией там. И у нас 9 спецслужб. У нас 200 тысяч так называемых правоохранителей. И только 40 тысяч армии. Вот кто для него главный враг. Так вот, самое главное, людей контролируют по месту работы. Эту преступную рабскую систему надо отменить сразу же. Пожалуйста, еще вопросы.
Вы хотели вопрос? Подойдите, назовите себя, задайте. Я знаю, вы там чем-то не согласны. А что вы дадите нам, если вы Лукашенко снимете? Вопрос, понимаете? Вот всегда такие вопросы задают люди в нашей стране. Я отвечаю. Нет, вы задали вопрос, давайте. Хорошо. Понимаете? Вот люди как... Что он нам дал? Понимаете, поляки такого вопроса не задают. Они выбирают власть. Сколько они этих президентов поменяли, я не знаю. Им просто надо получить одно. Возможно, чтобы не лезли в карман, не сидели на шее, дать возможность работать, зарабатывать и возможность менять власть через несколько лет, чтобы не зажирались и заворовывались. И у них сколько зарплата? Даже вот никто что раз, много тут $500 получает? Скажите. Наверное, очень мало. А у поляков средняя 1500. А цены у них, цены у них намного ниже. Это же мы ездим к ним за товаром. Это же мы туда ездим работать. На самые тяжелые работы на стройку. Это наши женщины поехали по Европе менять памперсы, извините, старым европейским старикам. Вот до чего довел. А ведь начинали там в начале 90-х. Помните, поляки приезжали тут, трясли шмотками. Купи, пан, купи, что-то покупать. А мы смеялись над ними. А у вас шоковая терапия, вы дураки. Потом мы смеялись над прибалтами, потому что у них высокая цена на газ, они мерзнут в квартирах, а нам тепло. А теперь мы тоже едем туда работать, на черной работе. Я не знаю, смеются ли они над нами или плачут над нашей судьбой. Но все из-за того, что мы позволили одному козлу сесть на нашу шею. Вот в чем наша проблема. Убрать его, вернуть выборы, дать возможность людям зарабатывать, работать. Тогда надо смотреть по соседям. Есть плохой опыт, есть хороший. Учитесь хорошему. Пожалуйста, слушайте, такое дело. Як мы выбирали Лукашенко в последний раз, и приезжали в Вардака, вот такие женщины, выбирали, выступали против. Сказали, почекайте. И сказали, зачем пенсионера пенсии? Я сниму пенсию больше, Короткевич, как я понимаю. Так, мужчина говорит, что было тут кандидата типа от позиции Короткевич, и она там сказала, что надо пенсию там наоборот снять и так далее. Я скажу, это выборы 2015 года. В 2015 году Лукашенко уже не только фальсифицировал подсчет голосов, он начал фальсифицировать содержимое бюллетеня. Он не пустил туда нормальных соперников. Кого судимость, кто в тюрьме, кого из страны. И он туда включил только клоунов и клоунессу одну. Чтобы были только одни клоуны и он. Чтобы не из кого было выбирать. Чтобы кандидаты после фальсификации не позвали людей протестовать. И видите, что эти кандидаты говорили людям. А вы слышали мою позицию? Она совсем другая. Сейчас мы будем бороться за то, чтобы для начала вернуть соперника Лукашенко на президентских выборах в бюллетень. Чтобы там не клоуны, типа там Гайдукевичи, Короткевичи там и так далее были, а реальные оппоненты. Потом вернуть подсчет голосов. И убрать эту тяжесть с нашей шеи. Пожалуйста, мужчина задавал вопрос, возьму ли я в руки автомат. Я отвечу так, что мы, белорусы, должны разобраться со всем этим внутри страны мирно, потому что стрелять, значит, очень легко, а потом тяжело остановиться. Но если Лукашенко будет продавать нашу страну и туда войдут иностранные войска, то долг каждого мужчины взять в руки автомат. Я свой долг знаю. Еще вопросы? Еще раз, такой вопрос насчет 8 декабря, насчет интеграции Беларуси с Россией. Почему наши власти не раскрывают карты нам, не говорят, что будет, как, экономически, не экономически. И такой вопрос насчет декретов. Почему один человек может всем руководить, Верховным судом? Вот такие вот вопросы. Потому что мы ему даем на это добро. Два вопроса по поводу 8 декабря и союзного договора там с Россией. Я знаю, что большинство людей, когда называют там цифру, социологи говорят 80%,
меня всегда поправляют 90-95, ненавидят Лукашенко. Но люди многие начинают видеть надежду в Путине. Потому что по телевизору там все исключительно замечательно. Точно так же, как в России смотрят белорусский телевизор, говорят, как у Беларуси все хорошо. Да. Но вы должны понимать, что Лукашенко находится здесь, у власти, на нашей шее, только благодаря Путину. Путин давал ему эти деньги на 200 тысяч правоохранителей, так называемых, на чиновников.